Здравствуйте. Можете рассказать, пожалуйста, о себе, откуда вы и чем вы конкретно занимаетесь в старта? Can you tell about yourself, where you're from, and what exactly do you do at Start? Так, его зовут Габриэль Арант. Он родился и вырос в Северной Каролине, но уже более 10 лет живет в Манхэттене, в Нью-Йорке. Он работает программным директором в компании Старта. Работает программным директором в Старт Акселератор. Были ли вы в России до этого? Что вы знали о Якутии до своей поездки? Да, Габриэль не был в России ни разу. Это его первая поездка в Россию и первая поездка в Якутию. Он говорит, что поездка в целом выдалась довольно интересной. Первое впечатление — это то, что очень холодно, и то, что люди очень гостеприимные. Насколько мне известно, Старт Акселератор и венчурная компания Якутия провели буткемп, и 15 декабря прошел демо-день. Что делали стартапы в рамках программы со старта? Можете рассказать подробнее? Старт Акселератор Bootcamp Якутия — это 6-недельная программа, рассчитанная для якутских стартапов. В течение этой программы команды практиковались по маркетингу, продажам, и в целом они больше фокусировались на общении. Потому что, как говорит Габриэль, главный недостаток у местных стартапов — это языковой барьер. И чтобы его преодолеть, они проходили интенсивную программу каждую неделю. И все это вылилось, и результат этой программы вылился в демо-день, который прошел 15 декабря перед инвесторами из различных стран и городов России. Довольны ли вы результатом программы? Гэбриэл говорит, что, конечно, он очень доволен результатами этой программы. Он доволен тем, как команды смогли передать смысл, свои преимущества перед другими компаниями, потому что раньше они не могли это сделать из-за языкового барьера. И он говорит, разница между началом и концом программы — это день и ночь. Он был очень рад результатам этой программы и того, каких результатов они достигли. Хорошо. Какие советы вы могли бы дать тем, кто только собирается начать свой стартап, свое дело? Итак, Габриэль говорит, ключевой совет, который я могу дать молодым компаниям: не начинайте с решения проблемы, начинайте с самой сути проблемы. Потому что многие компании пытаются начать с решения, и после того, как они решили, у них как бы все, идеи заканчиваются. Так что лучше начинать все-таки с сути проблемы, найти ее и пытаться ее решить разными способами. Ага, хорошо. Давайте вернемся к вам, Габриэл. Чем вы увлекаетесь, о чем мечтаете, что или кто является вашей мотивацией двигаться вперед? Как говорит Габриэл, он из Северной Каролины, но не путайте, не дайте название заставить себя врасплох. Северная Каролина находится все-таки на юге Америки. Габриэл вырос с верой в то, в идею о том, с верой в американскую мечту. Американская мечта заключается в том, что вы можете достигнуть всего, что вы пожелаете, просто если вы в это очень сильно верите или мечтаете. Габриэл считает, что это неправда, потому что не у всех в Америке или в мире есть равные возможности. Допустим, если вы не белый человек, или у вас другой цвет кожи, то у вас очень мало возможностей попасть в Америку или осуществить свою мечту. Что движет Габриэлом каждый день? Это возможность предоставления равных возможностей всем людям и возможность соединить две экосистемы, западную и восточную. Что вам понравилось в Якутии? Можете ли вы поделиться своими впечатлениями? Итак, Габриэл говорит то, что первое впечатление, когда он только сошел с трапа самолета, это супер холодно, так что аж волосы начинают мерзнуть, на них появляется иней. Это был его первый опыт в России, нахождение в России, и он говорит, что
Самая холодная погода, в которой он находился на протяжении всей своей жизни, это 0 градусов. Это даже не отрицательная погода. Так что, попав в такую среду, в такую холодную среду, он начал ценить холод. Ему это очень понравилось. Также ему понравились люди. Они были очень приветливые, доброжелательные, гостеприимные. Ему также очень понравилось чувство общности, которое есть у якутян, потому что ему показалось, что люди в Якутии помогают друг другу. Погода и вообще, как природа заставляет их жить вместе и помогать друг другу. Также ему очень понравилась якутская еда и заповедник бизонов. В этой короткой поездке вам удалось познакомиться с инновационной экосистемой Якутии. Венчурная компания Якутия и технопарк Якутия отмечают свое десятилетие. Что бы вы хотели пожелать партнерам и стартапам Якутии? Во-первых, Габриэл хочет пожелать стартапам и своим партнерам удачи. Удачи выйти потому что нам нравится, когда они будут выходить на глобальный рынок. Но его главный совет и пожелание – это перестать мыслить локально, начните мыслить глобально. Чтобы стать глобальным, нужно мыслить глобально, он считает. Он хочет пожелать технопарку Якутия и венчурной компании поддерживать те компании, которые мыслят глобально, думают о мировых проблемах, не только о локальных. А стартапом он пожелал бы мыслить глобальнее, решать не только местные, но и мировые проблемы.